Энергосистема является одним из основных опор экономики государства. Именно поэтому важно особое внимание уделять реализации крупных проектов в этой отрасли. Так, в стране уже реализуется масштабный проект КАСА-1000. На сегодняшний день по Баткенской области залиты фундаменты под опоры порядка 25 штук, подготовлены котлованы под опоры и заливки фундаментов порядка 35 штук, и более 100, под 100 опор подведены уже подготовлены подъездные дороги. На сегодняшний день со стороны МИТАЖ подготовлено 6 баз в рамках реализации данного проекта. Мобилизационные работы, можно сказать, практически завершены. В 2030-35 годах планируется ввести Камбаратинскую ГЭС-1. В итоге до 2035 года будет введено 4533 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечит электроэнергию Кыргызстан и позволит выводить ее на экспорт. Как я вам отметил, подписано генеральное соглашение, по итогам которого определены тарифы для энергокомпаний, это для электрических станций открытого акционерного общества уже является там 5-15 центов, для АО «Национальной электрической сети Кыргызстана» 0,5 центов. Данные тарифы еще будут пересматриваться по итогам завершения проекта между 4 странами. Работы по модернизации также ведутся и на Атбашинской ГЭС. Заменен один гидрогенератор на более мощный. Работы по демонтажу на Токтогульской ГЭС ведутся по графику. В этом году, согласно утвержденному графику, мы проведем реконструкцию 4-го агрегата. Работы будут вестись и на других гидроэлектростанциях. Проект КАСА-1000 позволит электрифицировать весь Баткенский район, Орскую область, позволяя при этом получить дешевое электричество. Дальше страна сможет перепродавать ее в такие страны, как Афганистан и Пакистан. А это даст возможность заработать ежегодно примерно 84 миллиона долларов. А проведение ремонта всех энергостанций и ГЭС позволит обеспечить энергетическую безопасность в стране. Практически у нас 24 проектов на реке Нарын можно построить. Это было разработано еще учеными Советского Союза, включая наших ученых. Если мы сумеем хотя бы вот то, что осталось из них, их ввести в реальную эксплуатацию, их ввести надо каскадным образом, построили один за другим, они там эта вода, пока течет река Нарын, нам будут обеспечивать такой дешевой, экологически чистой электроэнергией, которых больше половины мы будем продавать даже в Индию. Через Каракарумское шоссе, сейчас Китай уже построили там дорогу, потом, значит, Пакистан полностью можем верхнюю зону, и Афганистан, то есть с обоих сторон мы подключаемся, и это даст, основную такую долю нашего государственного бюджета, повышение благосостояния нашего народа. По мнению экспертов, в 21 веке решающий фактор, обеспечивающий благополучие страны, это энергосистема. Отрадно, что в этой отрасли начались конкретные шаги. Джибек Исакова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.